Уважаемые зрители, прошу тех, кто не подписан на канал, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Заранее спасибо, приятного просмотра. Один из краеугольных камней казахстанской истории – это вопрос, был ли Чингисхан казахом или нет. На этот счет в обществе и среди ученых сложилось два противоположных мнения. Первый лагерь утверждает, что был, потому что почти все основные роды, которые составляли основу улуса, народа войска, Чингисхана, вошли в состав казахского народа: найманы, аргыны, кёри, миркиты, жалаиры и прочие. А сами казахские чингизиды являются казахским родом Тори. Да и сама территория Казахстана вошла в ядро империи чингизидов и оставалась за чингизидами до самого XIX века. Противники этой теории утверждают, что данная трактовка притянута за уши в политических целях. Так кто же прав? Я предлагаю взглянуть на этот вопрос с другой стороны и предложить новый угол зрения. Кто был Чингисхан с точки зрения беспристрастного историка-номадолога? Это был правитель, который создал величайшую в истории кочевую империю, которая явилась пиком развития евразийской кочевой цивилизации. Все предыдущие кочевые империи соразмерного масштаба – Хунну, тюркский каганат и прочее – предшествовали империи чингизидов, которая соединила в себе их лучшие достижения, но на новом уровне. Ни одна кочевая империя после Орда Джучи-хана, Золотая Орда, империя Тамерлана, Джунгарская империя не могла не только превзойти, но и даже приблизиться к масштабам империи чингизидов. Друзья, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. А кто же такие казахи с точки зрения беспристрастного историка-номадолога? На сегодняшний день в казахстанской и русскоязычной зарубежной исторической науке уже уверенно доминирует постулат о том, что изначально термины «казак» и «казаклык» и «казакование» означали не национальность, а образ жизни. Это понятие проникло уже даже в англоязычную науку. В 2016 году вышла книга «Казаклик. Or Ambitious Brigandage and the Formation of the Kazakhs», в которой автор Джо Юпли, доктор наук по тюрко-персидским исследованиям в Университете Торонто, подробно раскрывает историю термина «казак» и его влияние на формирование казахского ханства. Причем сам термин «казак» возник за много веков, если не тысячелетий, до появления казахского ханства. То есть изначально казахи, казаклар, казаки – это было объединение кочевников, которые вышли из-под власти неугодного им правителя и перешли в режим казакования, то есть физически откочевали из его владений. Как правило, казаклар, казаки жили по законам простой военной демократии, при которой правитель, хан, атаман, избирался путем прямого голосования и мог быть отстранен от власти в любой момент, если он не удовлетворял требованиям своего народа. У вольных сечевых казаков текущий атаман должен был подтверждать свою власть каждый год путем голосования. У казахов же кочевники могли запросто откочевать всем народом от своего хана, как это было с непопулярным ханом Бурундуком, который просто-напросто оказался ханом без народа и навсегда покинул степь, умерев в забвении в Самарканде. Чингисхан прославился как правитель, который остановил кровавую и бесконечную междоусобицу в степи, привел к подчинению все племена и дал им закон, мир и безопасность. Друзья, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик.